В эфире информационный выпуск Амши Шара. Здравствуйте. 9 августа православные всего мира отмечают День памяти святого великомученика Пантелеймона. Первым из святых, к которому верующие обращаются с мольбой о помощи, является великомученик Пантелеймон Целитель, который еще при жизни обладал даром врачевания. Всю свою жизнь он отдал служению Богу. В конце своего земного пути за то, что не отрекся от христианской веры, целитель Пантелеймон принял мученическую смерть и причислен к лику святых. В день памяти великомученика во всех православных храмах проводят праздничные богослужения. День памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона для всех христиан является важным праздником. В этот день во всех действующих храмах Абхазии проводят праздничное богослужение в память о святом. Верующие приходят в храм и молятся о здоровье и защите от невзгод святого Пантелеймона. В Новом Афоне праздничное богослужение прошло в соборе в честь святого целителя Пантелеймона. Святой великомученик и целитель Пантелеймон родился в III веке в городе Никомедии, неподалеку от нынешнего Стамбула. При рождении мальчику дали имя Пантелеон, что означает «лев». Отсюда и почитание святого как покровителя воинов. Мать Пантелеона была христианкой. Она пыталась воспитать сына по всем канонам православия, прививая любовь к Господу. Однако она рано умерла. Отец мальчика был язычником и всячески пытался склонить сына к своей вере. Будучи юношей, Пантелеон начал изучать лекарское дело. Жизнь Пантелеона изменилась после встречи со священником Ермолаем. Юноша рассказал старцу о своем ремесле. Ермолай спросил о том, учение каких врачей изучает Пантелеон, на что юноша назвал самых известных докторов того времени. Тогда старец рассказал, что знает врача, который воскрешал мертвых и даровал эту способность всем своим почитателям. Ермолай говорил об Иисусе Христе и его чудесах. Юноша сказал, что уверует в Господа и примет христианство, если сам станет свидетелем этих чудес. А чудо действительно произошло. Однажды Пантелеон увидел на дороге мертвого ребенка, которого ужалила змея. Молодой человек поднял руки к небу и помолился, пожелав, чтобы Христос воскресил ребенка. И чудо произошло. Ребенок ожил. Вскоре Пантелеон принял крещение от рук старца Ермолая и при крещении взял имя Пантелеймон, что означает «всемилостивый». Святой Пантелеймон безвозмездно лечил всех людей, кто нуждался в его помощи, от самых тяжелых недугов. Когда умер отец святого, он ему оставил большое наследство, которое юноша раздал нищим. Святой Пантелеймон лечил больных не столько лекарствами, а сколько силой Божией. Вскоре об этом узнал император Максимиан. Вызвав к себе юношу, он потребовал отречься от своей веры и уверовать в языческих богов. Пантелеймон ответил, что не отречется от истинного Бога, и предложил на глазах у множества людей вылечить тяжелобольного человека. Языческие жрецы стали читать заклинания, чтобы исцелить больного, но ничего не вышло. И тогда святой Пантелеймон вознес молитвы к Господу, и в тот час же больной выздоровел. Разгневанный император приказал убить проповедника Христова. Святого целителя Пантелеймона подвергли жестоким мукам, а после казнили. После смерти великомученика многие язычники уверовали в Господа и приняли христианство. Ежегодно в День памяти святого великомученика Пантелеймона сотни православных Абхазии и паломников со всего мира едут в Новый Афон на праздничное богослужение. Люди молятся святому Пантелеймону о здравии и защите от невзгод. Это большая радость для верующих православных христиан всей Абхазии и большой праздник для отдыхающих, которые пришли сегодня в этот день, этот праздник, получили большую благодать они для души. Это один из самых светлых праздников для меня и, думаю, для всех христиан и православных, живущих в Абхазии. Я ежегодно посещаю 9 августа этот праздник святого великомученика Пантелеймона, целителя, которого мы почитаем, и имя которого носит Новоафонский монастырь. Я бы хотела, чтобы как можно больше людей приобщилось к христианству, к православию и посещала наш монастырь жителей Абхазии, потому что со всего конца едут. И сегодня особенный праздник, и я желаю всем благоденствия, добра, мира. Праздничное богослужение в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона завершилось крестным ходом.
υπέρ всего ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και έλαφυλα Χριστού ημών στρατού. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Несмотря на то, что Абхазия древнейшая христианская страна, и у нас есть святые, которые в его время пострадали здесь, у нас, на нашей земле, но тем не менее с того времени не идет традиция почитания святого Пантелеймона. Она появилась здесь с появлением вот этого большого Новоафонского монастыря. Почему? Потому что в греческом Афоне, где крупные 20 монастырей, один из таких крупных монастырей в честь святого Пантелеймона. И там находится часть мощей его, в том числе глава. Так вот, когда монахи решили строить здесь этот храм, прибыв сюда в Абхазию, из этого именно монастыря, из Святой горы Афон, из Греции, они увидели, что здесь есть храм Симона Канонита, где погребен один из 12 апостолов, и, конечно, его достоинство было очень высокое, и поэтому они назвали монастырь в честь апостола Симона Канонита. А вот главный собор, который как раз сейчас вы видите за моей спиной, назвали в честь святого Пантелеймона. Вот с того времени появилась эта традиция, значит, почитания святого Пантелеймона на нашей земле. Когда человек чаще всего остается один со своей болезнью, беспомощным, и у него нет теперь никакой надежды, он всегда обращается к Богу и к святому Пантелеймону. По окончанию крестного хода все гости праздника были приглашены на трапезу. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Давид Дасаня намерен снять свою кандидатуру на должность вице-президента на предстоящих выборах главы государства. Дасаня баллотируется в команде с кандидатом в президенты Астамуром Оторба. Кандидат с соответствующим заявлением намерен обратиться в Центр избиркома Абхазии в понедельник, 12 августа. Выставка работ известной художницы Варвары Бубновой, которая более 20 лет прожила в Абхазии, открылась в доме-музея Марины Цветаевой в Москве. В 1923 году Бубнова покинула Советскую Россию и уехала жить в Токио к младшей сестре Анне, выдающейся скрипачке. Бубнова 34 года провела в Японии, потом уехала в Абхазию и лишь в конце жизни вернулась в Ленинград. На выставке представлены работы Бубновой японского периода из частной коллекции и те, что она сделала, живя в Абхазии. Приехав в Сухум, у нее появилось второе дыхание. Ей было уже около 80 лет. Но это был лучший период в ее творчестве. Наиболее экспрессивный и яркий, рассказал куратор выставки, художник, искусствовед и ученик Варвары Бубновой Александр Лозовой. Кубок Европы и первенство по каратэ-до Шотокан пройдут в Абхазии 11 августа. В мероприятии примут участие спортсмены из стран СНГ и Абхазии. Подробности смотрите в нашем следующем репортаже. Чудо! Шотокан – один из основных и наиболее распространенных в мире стилей карате. В Абхазии этот вид спорта активно развивается с 1998 года, после создания Федерации карате-до. С тех пор абхазские спортсмены ежегодно принимают участие в различных международных турнирах по карате и занимают первые места. Турниры по карате-до Шотокан стали традиционными и в Абхазии. Мы проводим такие международные сборы, где, сейчас, видимо, как хозяин этих мероприятий являюсь я, но здесь есть и постарше, люди, с кем мы все это дело начинали еще в 1998 году. Мы уже выезжали неоднократно на международные соревнования, на уровне и чемпионатов мира, и кубков мира. В турнире примут участие более 120 спортсменов из 12 регионов России. Также впервые в соревнованиях участвуют каратисты из Туркменистана, Казахстана и Таджикистана. Первый раз мы сегодня прибыли в Абхазию, в такую страну очень, словами не скажешь так. То, что в сердце, внутри, то, что очень большое такое хорошее впечатление у нас. Ребята тоже довольны. Карате, да, вот как сенсей Георгий сказал, что большая семья, мы вот такая семья большая, где мы должны развиваться,
держаться дружно, то есть вместе. Сегодня этот вид спорта в Абхазии набирает популярность. По словам молодых спортсменов, карате дисциплинирует и развивает чувство ответственности. Именно поэтому ребята выбирают это направление. Ну а некоторые из спортсменов пошли по стопам своих родителей. Я начал заниматься карате в 6 лет. Ибо мой отец, он тренер, и как бы продолжать семейное дело, мне кажется, это долг каждого сына. Я планирую связать с карате всю свою жизнь, дальше продолжать тренироваться и хочу стать тренером, учить деток. Пришла я в карате также, это семейное дело, так сказать. Также планирую заниматься как можно дольше и продолжать отцовское дело также. Кубок Европы и первенство по карате Дошатакан пройдут в Сухуми 11 августа на территории пансионата Айтар. Турнир начнется в 13:00 и посетить его может любой желающий. Гугу Саварданя, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 11 августа в 19 часов в Абхазской государственной филармонии состоится концерт «Пиано-дуо». Традиционное выступление дуэта заслуженной артистки Абхазии Нины Эльбжани и пианистки Гулизы Авицба в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзян. В концертной программе произведения Баха, Вивальди, Прокофьева, Хачатуряна, Римского, Корсакова и Рахманинова, а также классическая обработка известных хитов Фредди Меркьюри, Майкла Джексона и других. Абхазское телевидение продолжает серию интервью с кандидатами в президенты Абхазии. Согласно жеребьевке Центра избиркома Абхазии, сегодняшнее эфирное время предоставлено кандидату в президенты Абхазии Леониду Дзапшба. Интервью в прямом эфире смотрите сегодня в 21 час. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 26-31 тепла. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.